Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Пыльные бури могут остановить наступление на Мосул, заявляют генералы курдского ополчения. Город почти окружен, но все дороги в западном направлении пока свободны. Россия подозревает США в желании вытеснить боевиков ИГИЛ в Сирию. Коридор, который сохраняется, да, он создает риски, что игиловцы уйдут из Ирака, из Мосула и уйдут в Сирию. В следующем году в Казахстан начнет поступать на хранение низкообогащенный уран со всего мира. МАГАТЭ и власти республики уже строят хранилище в Восточном Казахстане. О будущем радиоактивном фоне предпочитают не говорить. Канадцы полностью отремонтировали сгоревший во время пожара дом 73-летней жительницы Кыргызстана. Она год ждала помощи от местных властей, но деньги на ремонт собрали в складчину жителей далекой Канады. Я попросил своих знакомых помочь. Когда они приехали из Канады в Кыргызстан, мы собрали деньги на ремонт. Особо опасного русского хакера, который взламывал правительственные сайты в США, поймали на отдыхе в Чехии. При задержании хакер потерял сознание от ужаса и неожиданности, пока его поместили в психиатрическую больницу. Он был так удивлен, что не оказывал сопротивления, после чего он потерял сознание. С Байконура удачно стартовал российский космический корабль «Союз» с новым экипажем для Международной космической станции. На МКС 2 российских космонавта и американский астронавт попадут завтра, после 34 витков вокруг Земли. 3,350 miles per hour. Уже как минимум 48 часов в Восточном Алеппо не гремят взрывы и выстрелы, а с неба не падают бомбы. Об этом сообщают сирийские правозащитные мониторинговые организации со ссылкой на местных жителей. Бомбежки и обстрелы прекратились после заявления российского военного командования о гуманитарных паузах. Обстрелы и бомбежки прекратила не только Россия, но и сирийские правительственные войска. С места поступает информация, что обещанные гуманитарные коридоры для выхода гражданского населения и для возможного отступления боевиков действительно открыты, как и обещал накануне российский министр обороны Сергей Шойгу. Между тем, правительство США не верит в благие намерения России и в Госдепартаменте заявляют, что подобное нужно было делать раньше. Если в беспрерывном страдании жителей Алеппо действительно наступит 8-часовая пауза, это будет хорошо. Но, честно говоря, этого слишком мало, и сделано это слишком поздно. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя прекращение огня в Восточном Алеппо, заявил, что надеется на то, что паузой воспользуются и американцы, и все-таки попытаются отделить в Восточном Алеппо радикальных повстанцев из Джабхат ан-Нусры от повстанцев менее радикальных и уговорят и тех, и других покинуть город. Приостановка уже вступила в силу полетов авиации сирийского правительства и воздушно-космических сил Российской Федерации, то это жест доброй воли в надежде на то, что пауза, которая сейчас вот объявлена, будет использована для того, чтобы наконец-то отмежевать от Джабхат ан-Нусры и ей подобных те вооруженные формирования, которые поддерживаются, оснащаются, вооружаются Соединенными Штатами, рядом европейских стран и странами региона. Также глава российского МИДа выразил опасение, что операция антитеррористической коалиции во главе США по штурму иракского Мосула может привести к выдавливанию нескольких десятков тысяч боевиков ИГИЛ на территорию Сирии. Мы, конечно, следим за этой операцией, потому что все мы заинтересованы в том, чтобы нанести поражение так называемому исламскому государству. Окружен город не полностью, насколько я знаю. Не знаю, по какой причине, может быть, просто не смогли. Надеюсь, что просто не смогли, а не то, что не захотели. По крайней мере, вот этот вот коридор, который сохраняется, да, он создает риски, что игиловцы уйдут из Ирака, из Мосула и уйдут в Сирию. Мы, конечно, будем оценивать ситуацию и принимать решения как политического характера, так и военного характера, если это произойдет, и если в Сирии, где наша группировка работает по просьбе законного правительства, появятся дополнительные контингенты ИГИЛ.
Тем временем генералы курдского ополчения, что наступают на Мосул вместе с иракской армией, заявили, что наступление может остановиться из-за плохих погодных условий в районе операции. В Ираке начались пыльные бури, которые делают невозможными ни полеты авиации, ни движение боевой техники. О том, что штурм Мосула будет непростым, заявил и президент США Барак Обама. Сражение за Мосул будет очень трудным. Там будут и победы, и поражения. Но я уверен, что так же, как и по всему Ираку, ИГИЛ будет побежден в Мосуле. И это станет еще одним шагом на пути к их окончательному разгрому. Пока же бои в пригородах Мосула продолжаются. Самое активное сопротивление боевики ИГИЛ оказывают курдским подразделениям. Иракские военные заявляют, что сопротивление на их участках наступления пока незначительное. Это кадры информационного агентства ИГИЛ «Амак». На них боевики обстреливают наступающие колонны. И, как вы видите, им даже удается поджечь несколько единиц боевой техники. А это обстрел боевиками ИГИЛ из американского противотанкового комплекса «Тау», техники, которая копает траншеи на подступах к Мосулу. Между тем, агентство Рейтер со ссылкой на социальные сети сторонников ИГИЛ распространяет кадры, на которых видно, что уличная жизнь в Мосуле продолжает идти своим чередом. А его жители утверждают, что пока никак не почувствовали наступление на их город. Хотя нельзя точно утверждать, что эти кадры сняты именно в Мосуле и именно в последние дни. Хвала Господу, в Мосуле все хорошо. Здесь безопасно, слава Богу. А на спутниковых каналах только ложь. Ложь и ложь. Слава Богу, мы работаем. С Божьей помощью. Так будет и дальше. Мы будем в безопасности. 73-летняя пенсионерка из Кыргызстана, оставшаяся после пожара без крыши над головой, вновь обрела дом. Почти год она ждала помощи от местных властей, но на эту беду неожиданно откликнулись канадцы. Всем миром они собирали деньги на ремонт сгоревшего дома. Репортаж Шавката Тургаева. На днях Надежда Петровна заселится в свое старое новое жилище, аккурат перед холодами. Говорит, зимой теперь не замерзнет. От радости у пенсионерки слезы наворачиваются. Словно по-настоящему счастливой она стала только сейчас, в 75 лет. Сейчас покрасится, все будет как... Я в жизни не видела чего-нибудь такого. Перезимуете уже здесь нормально. Нормально, да. Прошлой зимой у нее произошла трагедия. В ее стареньком домике случился пожар. И осталась Надежда Петровна одна на пепелище. Вот тут все сгорело, абсолютно горело. Сильно крыша горела. Вот это горел, и там горел, там сгорела комната большая. А там все обуглилось. В пожаре погиб единственный сын бабы Нади. Отравился угарным газом. Сама жива осталась чудом. Соседи вызвали эту пожарную. Я сказала пожарной, говорю, там сын, вытащите сына. Ну никакой. Потом они, когда уже затушили, вынесли его на дорожку. Дорожка вот есть. Ну, а стали массаж делать. Я говорю, что вы, массаж уже все, нету. Вот они, потом милиция приехала, забрала морг и все. Так и она осталась. Где бы сейчас жила пенсионерка, неизвестно. Городские власти толком ничем не помогли. Но спасение пришло, откуда его вовсе не ждали. Канадская семья, проживающая в Кыргызстане уже 7 лет, благодаря местным активистам, узнала о беде и не осталась в стороне. Мы сразу пришли посмотреть на дом, чтобы помочь всем необходимым. Принесли еду, топливо для того, чтобы согреться, чтобы умываться. Мы посмотрели дом. Многие бы сказали, что его необходимо снести, для проживания он непригоден. Но мы поняли, что его можно спасти, отремонтировать, и потом приступили к работе. Ну, ремонт это полностью ремонт дома сделал. Вот только осталось там побелить и все. А так ремонт, вот вещи. Вот вещи, видите, да. К восстановлению дома Джону пришлось подключить друзей в Канаде. Те сразу откликнулись на призыв о помощи. В итоге собрали $2500. Этой суммы хватило, чтобы сделать сносный ремонт.
Сделать ремонт было самым простым, что можно было сделать. Сложно было быстро найти деньги и спонсоров. Я попросил своих знакомых помочь. Когда они приехали из Канады в Кыргызстан, мы собрали деньги на ремонт. Сейчас Надежде Петровне подыскивают мебель. Неравнодушные люди готовы подарить ей кто старенький диванчик, а кто столик. Вместе с канадскими друзьями пенсионерка в ближайшее время отпразднует новоселье. Шавкат Тургаев, Азат Интымаков, Алишер Муталипов. В настоящее время город Токмок, Кыргызстан. В Казахстане заговорили о невыполнении запрета на ношение хиджабов в школах. Причиной стали многочисленные, это почти 5000, обращения родителей в Министерство образования с жалобами на ношение хиджаба некоторыми ученицами. Министерство образования насчитало на всю страну 300 девочек, которые, несмотря на принятый закон, продолжают носить мусульманские платки. Вы знаете, что неоднократно родители детей, которых в атрибутике в религиозной одежде приводили в школу, были неоднократные конфликты, несмотря на то, что в школах прописаны, есть уставы, вы знаете, положения, где четко черным по белому написано о том, что ношение религиозной атрибутики в школы не допускается. Так как у нас в последнее время просто участились, до этого такой остроты этот вопрос не вызывал. Казахстан в следующем году начнет принимать низкообогащенный уран со всего мира. Международное агентство по атомной энергетике начало в республике строительство хранилища для ядерного топлива. По оценке экспертов, на начальном этапе туда поступит 90 тонн низкообогащенного урана для атомных электростанций. Власти республики уверяют, что никакой радиационной опасности этот уран не несет. Репортаж Айнур Коскиной. Создание банка ядерного топлива в Казахстане Международным агентством по атомной энергетике обсуждается уже около 10 лет. Из нескольких предложенных площадок МАГАТЭ остановила свой выбор на Ульбинском металлургическом заводе в Восточно-Казахстанской области. Ядерные технологии для производства топлива для атомной электростанции, оно сопряжено и с такими же технологиями для получения продуктов для оружия массового уничтожения. Для ограничения таких вещей вот как раз и создается этот банк. Кроме того, по своим физическим и объемным характеристикам он уже гарантирует, что из этого объема топлива низкообогащенного урана просто невозможно будет сделать оружие массового уничтожения. После аварии на японской атомной электростанции Фукусима нехватки в так называемом мирном уране не наблюдается. Казахстанский проект станет своеобразным резервом. Международная обстановка, она характеризуется полярностью мнений, накладываются взаимные санкции больших государств, малых государств. И так как урановый рынок, он весьма специфичен, то возможно некие ограничения на какую-либо группу стран, гипотетически. Поэтому МАГАТЭ, выступая в роли беспристрастного брокера, оно путем создания этого банка обеспечивает доступ всех стран-членов МАГАТЭ к исходному материалу. В общей сложности МАГАТЭ собирается размещать в банке ядерного топлива около 90 тонн низкообогащенного урана. Этого объема достаточно на одну загрузку одного реактора мощностью 1000 мегаватт. Мощность Ульбинского металлургического завода рассчитана на 2000 тонн. И на сегодняшний день предприятие поставляет таблетки низкообогащенного урана только в Россию. У нас были заказы несколько лет, когда мы порядка 300 тонн производили таблеток для российских предприятий. То есть единовременно хранилось у нас до 200 тонн и более. В настоящее время хранится порядка 40 тонн. По словам экспертов, не исключено, что для производства ядерного топлива, которое будет храниться в банке МАГАТЭ, будет использован уран, добываемый в Казахстане. Будут проведены соответствующие конкурсные процедуры и выбран один поставщик. Этим поставщиком, теоретически, может быть и сам Казахстан. И мы не исключаем, что это может быть сам Казахстан. А касается безопасности логистики, все транспортные вопросы по низкообогащенному урану, это обязательство самого МАГАТЭ. Но, тем не менее, по территории Казахстана, конечно, это будет под полным контролем государства. Во время обсуждения законопроекта о ратификации соглашения между Казахстаном и МАГАТЭ экологов интересовала безопасность проектов, в частности, радиационный фон на территории предприятия и прилегающих землях. Представитель Ульбинского металлургического завода ушел от ответа на вопрос. Это сколько микролимит? Сейчас затрудняюсь сказать.
Проект стоимостью $150 миллионов профинансирован несколькими участниками. 50 миллионов выделил фонд инициативы по сокращению ядерной угрозы, почти столько же США. 25 миллионов евро Европейский Союз. Средства также вложили Кувейт, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты. Казахстан внес лишь $5 миллионов, при этом взяв на себя затраты по эксплуатации комплекса. Это порядка 10-12 тысяч долларов в год. В скором времени в Восточно-Казахстанской области начнется строительство новой площадки, и к концу 2017 года МАГАТЭ будет размещать на ней низкообогащенный уран. Айнур Коскин, Ганизат Успанов. Настоящее время. Далее в программе. Особо опасного русского хакера, который взламывал правительственные сайты в США, поймали на отдыхе в Чехии. При задержании хакер потерял сознание от ужаса и неожиданности, пока его поместили в психиатрическую больницу. Он был так удивлен, что не оказывал сопротивления, после чего он потерял сознание. С Байконура удачно стартовал российский космический корабль «Союз» с новым экипажем для Международной космической станции. На МКС 2 российских космонавта и американский астронавт попадут завтра, после 34 витков вокруг Земли. 3,350 miles per hour. Лидеры стран нормандской четверки встретились после годового перерыва в Берлине. На этот раз в формате переговоры за ужином. Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Владимир Путин обсуждали украинский и сирийский конфликты. Еще до начала встречи сообщалось, что лидеры планируют затронуть вопрос дальнейшего разведения войск вдоль линии конфликта на востоке Украины. Также обсудить вопрос возможной даты проведения выборов на Донбассе. Об этом, в частности, заявлял министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро. Также накануне и на Украине, и в России высказывали скепсис по поводу этих переговоров. Президент Украины Петр Порошенко озвучил на своей странице в Фейсбуке требования, предваряющие переход к теме выборов. Это, цитата, «выведение оккупационных войск и освобождение заложников». А пресс-секретарь российского президента отметил, что ждать от встречи в Берлине какого-либо прорыва не приходится. Так, собственно, и произошло. В Праге задержали россиянина, подозреваемого в кибератаках на США. Известно, что он был арестован на основании Красного ордера Интерпола при содействии ФБР. Хакера считают виновным во взломе правительственных сайтов США, и ему грозит экстрадиция. Подробности в репортаже Екатерины Бучин. 5 октября около полудня в итальянский ресторан при 5-звездочном отеле «Ла Балерина» в центре Праги пришла молодая пара. Однако заказать еду они не успели. Романтический обед прервали сотрудники чешской полиции. Видеозапись ареста они опубликовали вечером во вторник. Мужчину, его называют Евгений Н., задержали по подозрению в кибератаках на цели в США. Известно о нем немного. Он является гражданином России, ему 29 лет. Полиция говорит, что он жил на широкую ногу и, кажется, не ожидал ареста. Мужчина передвигался по Праге на роскошной машине со своей девушкой, и арест застиг его врасплох. Он был так удивлен, что не оказывал сопротивления, после чего он потерял сознание. Полиция оказала ему первую помощь. После чего предполагаемого хакера госпитализировали. Его доставили в психиатрическую больницу, но вскоре выписали и перевели под стражу. Сейчас он ожидает решения суда об экстрадиции в Соединенные Штаты. Именно США запросили выдачу на россиянина Красного ордера Интерпола. Он дает разрешение на розыск и арест с последующей экстрадицией. Операция по задержанию предполагаемого хакера проходила при взаимодействии с ФБР. Чешская полиция сработала быстро. Россиянина взяли менее чем через 12 часов после получения оперативной информации. Посольство России в Чехии заявило, что будет добиваться отправки задержанного россиянина на родину. В чем именно подозревают россиянина, неизвестно. Ранее, в октябре, США официально обвинили Россию во взломе серверов штаба Демократической партии. Министерство внутренней безопасности США и аппарат директора национальной разведки США опубликовали совместное заявление. Разведслужбы США уверены, что российское правительство руководило недавними взломами электронных почт американских чиновников и организаций, включая политические партии США. Публикация украденных электронных писем, выложенные на сайтах dcleaks.com и WikiLeaks, а также пользователем Guccifer 2.0, согласуются с методами и мотивами российской стороны. Подобные кражи направлены на вмешательство в процесс выборов президента США.
В Кремле обвинения Вашингтона отрицают. Хакерский скандал комментировали на высшем уровне. Президент Владимир Путин заявил, что взлом американских серверов не в интересах России, а громкие обвинения объяснил попыткой отвлечь внимание от самой предвыборной кампании. И вновь о российско-американских отношениях, но уже более дружественных. Космический корабль «Союз» с 2 космонавтами Роскосмоса и астронавтом НАСА на борту стартовал с Байконура к Международной космической станции. Ракета-носитель в штатном режиме вывела пилотируемый корабль на орбиту. Американское космическое агентство НАСА вело прямую трансляцию запуска. В момент старта корабля МКС пролетала над Южной Атлантикой. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также астронавт НАСА Шейн Кимброу совершат 34 витка вокруг Земли. Стыковка с МКС намечена на пятницу, 21 октября. Конный спорт в Кыргызстане сейчас переживает кризис. Из-за отсутствия денег ученикам одной из лучших в республике конно-спортивных школ приходится отказываться от участия в международных соревнованиях, несмотря на то, что они всегда завоевывали там призовые места. Пока школа выживает за счет частных вложений. Традиции конного спорта в Кыргызстане восходят к тем далеким временам, когда здесь жили кочевники. Одна из ключевых особенностей этого спорта – необходимость достичь взаимопонимания между наездником и животным. Камилю Сабитову 17 лет, и более 10 из них он каждый день приходит сюда, в конноспортивную школу в Бишкеке, которая работает еще с советских времен. Как зовут твоего лошадь? Его зовут Пинтендро. Ему 9 лет. Порода он французский. Ездили в Москву месяц назад, вот на нем выиграл. Это очень дорогой вид спорта в очень бедной стране. Школа получает государственные дотации. Кроме того, ее финансируют местные и зарубежные спонсоры, которых здесь предпочитают не называть. Обучение бесплатное. Ученикам помогают с закупкой экипировки и инвентаря. Что ты там, говорит, на лошадках катаешься, давай лучше на борьбу, на бокс. Это кажется со стороны то, что это легко. Ну а потом я их привожу, сажаю на лошадь, они, естественно, им страшно, они не знают, что как. Со стороны кажется так. Красиво, легко это. А на самом деле это очень трудно. Камиль мечтает когда-нибудь стать олимпийским чемпионом. Однако кыргызская команда не попала на Олимпийские игры в Бразилии, не хватило денег. Только комплект экипировки стоит до $1500, а цены на качественных скакунов исчисляются десятками тысяч долларов. А ведь еще надо покупать корма, инвентарь, оплачивать транспортировку. В школе верховой езды ни одной стране бывшего Советского Союза не только не уступаем, мы еще лидеры. Буквально на прошлой неделе проходил турнир прямо в Москве на Красной площади. Кубок Содружества стран СНГ. Участвовало 10 команд с 10 стран СНГ, бывшего Советского Союза. Мы не только лично выиграли, мы выиграли еще и команда. В школе занимаются 50 учеников. Традиционно преобладают юноши, однако есть и несколько девушек. Ну, я давно мечтала сюда. Мама просила, хотела с детства, с раннего попасть, но она не разрешала, говорит, маленькая, это опасно очень. Но мы с ней договорились, что 9 класс я хорошо заканчиваю, и она меня сюда вроде как отправляет, и все. Думала, что это легко, тут делать нечего, тут, оказывается, много очень нюансов, и надо много чего уметь, и сильным быть. Еще много очень ошибок, и я чувствую их на тренировках, но надо исправляться. Из-за высоких цен заниматься конным спортом могут лишь редкие счастливчики. Однако молодые наездники надеются, что его популярность в Кыргызстане в будущем будет только расти. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.